Добрый день, дорогие телезрители и радиослушатели. Рад приветствовать вас. Сегодня в рамках программы «Профессор доступно о важном» мы будем говорить с новоиспеченным академиком Российской академии наук, генеральным директором Федерального исследовательского центра Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук, доктором технических наук Михаилом Петровичем Лебедевым. Михаил Петрович, добрый день. Добрый день. Сегодня тема нашего разговора – роль российской науки в развитии общества и государства. Конечно, тема, она необычайно широкая, но тем не менее, я думаю, что наш разговор будет интересен и полезен как для телезрителей, так и радиослушателей, которые сегодня с нами. Михаил Петрович, саман сайын кәлбетінен итистіңе болдun. Ыгыактар хагаланнылар меңе каңалас жона хергете үйөрбү көппү болохтаактар онан ийин же бу бурулуу жар академиге бу улакан сетигинен ититигистиңнек эгаделбен көңүлдө. Мактал. Михаил Петрович, начнем с того, где вы родились, где вы учились, кому вы благодарны за то, что у вас есть жизненные ориентиры, жизненные цели, которых вы, безусловно, добиваетесь. Да, добрый день, дорогие мои земляки. Александр Николаевич, я тоже вам благодарен, что предоставили такую площадку для общения с нашими земляками. Повод, конечно, чрезвычайно важный. Буквально недавно прошли очередные выборы членов Российской академии наук, и они состоялись по всем тематическим отделениям Российской академии наук, по всем географическим отделениям Российской академии наук. Они состоялись, прошли успешно, и в этот раз, конечно, есть очень такой волнующий момент для меня. Мои результаты научной деятельности в течение 45 лет имеют такой итог, такую высоту, такой порядок. И, безусловно, это связано с моими родителями, с родной землей. Я родился в 1958 году в селе, поселке Кептене, это в Усть-Алданском районе нашей автономной республики. Тогда мои родители, отец Петр Михайлович Лебедев и мама Мария Дмитриевна, работали в совхозе партизана Заболотского, Усть-Алданского района. И я родился в селе Кептене, но когда мне было 9 месяцев, папу, как партийного сотрудника, специалиста, перевели мне на Кангаласский улус, и вся моя младенческая, юношеская жизнь прошла в селе Майя Мигино-Кангаласского района. Я в 1975 году поступил в первый класс Маинской средней школы и в 1975 году окончил Маинскую среднюю школу. Конечно, я благодарен моим учителям. Маинская средняя школа, конечно, и сегодня, и тогда, в советское время, особенно отличалась своими методическими работами, своими высококвалифицированными учителями, руководителями. Я до сих пор, конечно, благодарю настоящих руководителей. Это Василий Семенович Заровняев, выдающийся учитель, мне всю жизнь так представляется. Он был завучем, когда мы учились в начальной школе, потом, когда мы перешли уже в среднюю школу, высшие классы, то тогда руководили и Семен Семенович Платонов, я помню, да, и другие наши директора, они были квалифицированными
специалистами, самое главное, но и настоящими учителями, руководителями. Все это влияло на учеников. И, конечно, я горжусь тем, что я окончил Маинскую среднюю школу, и после первого нашего академика Российской академии наук Владимира Петровича Ларионова, который также окончил Маинскую среднюю школу. Вот мы, выпускники Маинской средней школы, вот. Он родился в селе Ламтука. Да, он родился в селе Ламтука, это рядом с там районным центром. Плеяда выдающихся людей. Да, да. И Аркадий Михайлович Алексеев. Конечно, знаю, да, начиная от Маннетахов. Да. Ну, я хочу сказать, да. Михаил Петрович, вы, оказывается, золотой выпуск, в этом году 50 лет, да, как вы закончили школу. Вот, да, из них, получается, вот 45 лет были посвящены науке. Вот расскажите, пожалуйста, какой вуз вы заканчивали? Да, вот, конечно, тогда вот для нас, для выпускников сельских школ, конечно, вот развитие технологий, материалов представлялось с нашим таким основным технологическим учреждением. Это райсельхозтехника. Вот в каждом селе, каждом районном центре были такие учреждения, в которых были сконцентрированы техника, специалисты. И я вот потому как был связан с техникой и такими транспортными средствами, я поступил в Московский агроинженерный институт по факультет технологии и ремонта автомобилей и технических средств. Но так получилось, что вот с первого курса, когда у нас начались занятия по кафедре технологии металлов, я вот все время с первого курса там и студенческие кружки, и студенческие общества были связаны вот с кафедрой технологии металлов. И вот мой руководитель, там, доцент Георгий Кузьмич Потапов, он потом руководил моим дипломным проектом. И тогда уже вот дипломная работа уже была связана вот получением различных составов, которые необходимы для повышения прочности, работоспособности техники. Вот, так что вот так в жизни так получилось, что вот технологии металлов, материалы, они вот были связаны с первого курса нашего института. Ну вот, работая с Михаилом Ефимовичем Николаевым, я вот 2 года был его помощником в Верховном Совете, потом руководителем администрации президента, и был свидетелем, насколько тесно они дружили с Владимиром Петровичем Ларионовым. И вот с тех пор помню вас, потому что вы были одним из таких, наверное, перспективных людей, которых Владимир Петрович поддерживал, хотя у него вот целая плеяда ребят, которых он ввел в науку. Это и Нюргун Семенович Тимофеев, и Василий Моисеевич Ефимов и так далее. Вот именно на какой почве вот Владимиром Петровичем у вас завязалось такое тесное сотрудничество? Ну, вот рассматривая вот прошлые годы, студенческие годы, считаю, что тоже вот как-то все складывалось на основе, может быть, там случайных встреч. Как-то на 3-м, на 4-м курсе, когда мы учились, там была сильна землячество студентов, всегда вот, ну, мы вдалеке от своей родины, поэтому вот общение со своими земляками, со своими представителями нашей республики, оно все укреплялось, и как-то один раз было сообщение, такое сообщение было, что вот по спредстве будет встреча с главным ученым секретарем якутского филиала Сибирского отделения Академии наук Советского Союза, кандидатом технических наук Владимиром Петровичем Гуляевым. Владимир Петрович был
тогда вот главным ученым секретарем якутского филиала у Николая Васильевича Черского, и вот он провел встречу с нами, со студентами, и на этой встрече я тоже присутствовал, и как-то вот оно запало, и Владимир Петрович всех нас ознакомил и пригласил, вот если вы готовы заняться наукой, то, пожалуйста, обращайтесь, согласовывайте. И вот так получилось, что вот после окончания вуза я посмотрел, что вот в Институте физико-технических проблем как раз вот те направления, которые я вот и дипломным проектом занимался по нанесению уже защитных покрытий. И вот на беседу попал заместителю директора по науке, кандидату технических наук Владимиру Петровичу Ларионову. И, конечно, Владимир Петрович заинтересовался, я маинский, вот, и вот новая тематика, которая как раз там начала в Институте физтехпроблем, и вот он сразу определил меня группу Владимира Денисовича Тюнина, которая занималась вот физико-технологическими процессами получения защитных покрытий из порошковых материалов. Вот, поэтому, вот, конечно, значение Владимира Петровича огромно. Вообще с учителями очень повезло. Тогда директором нашего института физико-технических проблем Севера был член-корреспондент Академии наук Латвии Юрий Степанович Уржумцев. Его пригласил приехать в город Якутск Николай Васильевич Черский, и в том числе вот было согласовано открытие вот этого направления новой группы, которая вот занималась различными высокотемпературными приборами, которые воздействуют на поверхность деталей машины и для получения вот особых свойств. Ну вот с этого и началось. Меня приняли стажером-исследователем с окладом 110 рублей. Это было очень, да, это было неплохо. Да, неплохо. А вам приходилось общаться с Николаем Васильевичем Черским? С Николаем Васильевичем, ну, конечно, он уже был величиной, это уже недосягаемое, я так считал. Но, конечно, встречались вот на каких-то форумах, симпозиумах, конференциях. Помню, вот, когда приезжал академик Кутателадзе из Института теплофизики, тоже был большой форум, и Самсон Семенович, это уже тогда был мировая известность, и вот на этом семинаре они с Николаем Васильевичем модерировали, как по-современному, и было очень приятно видеть, что вот Николай Васильевич на самом равном уровне с такими величинами. Ну, приехали же руководители из сибирского отделения, вместе с ними прямо наравне были и решались очень серьезные вопросы. Поэтому, конечно, вот влияние Николая Васильевича осталось, хотя совсем, ну, не совсем там те научные направления, которые он курировал, но тем не менее, вот я считаю, что школа Черского это очень сильно повлияла на меня. Ну вот смотрите, здание Академии наук это такое мощное, статусное такое здание. Вот там работал Николай Васильевич Черский, потом работал в этом кабинете Владимир Петрович Ларионов, и сейчас работаете вы. Я вас, значит, представляю не только как научного деятеля, но и как организатора науки. Давайте немного поговорим, чем занимается Якутский научный центр сегодня. Какие направления исследований, какие институты входят в состав ФИЦа? Да, на сегодня наш статус Федеральный исследовательский центр
Такой статус появился после вот очень серьезной реформы Российской академии наук, которая началась в 2014 году. Вы все помните, это действительно была настоящая реформа. Если до того Российская академия была самоорганизованная, самоорганизующаяся система, которая сама определяла научные тематики, сама контролировала, потом сама аттестовывала, принимала отчеты всех результатов деятельности научных институтов и учреждений, то вот 2014 года эта реформа, она коснулась очень коренным образом, чтобы действие Российской академии наук было более точным, более конкретным, и тогда мы приняли очень взвешенное решение, которое было направленное, которое для сохранения наших научных школ. И поэтому сегодня в составе Федерального исследовательского центра 7 институтов. Они раньше были все отдельными структурами, юридическими структурами, но сегодня вот у нас одно юридическое лицо и все институты на правах обособленных подразделений. Ну, на самом деле, я думаю, что мы тоже вот выбрали правильную форму, потому что статус обособленного подразделения предусматривает также ведение научной деятельности, также свою аттестацию, ведение бухгалтерской, кадровой политики. Просто все результаты аккумулируются вот в головном центре, Якутском научном центре, и в основном вот, работа с учредителем. Учредителем является Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Вот с ними конкретные решения вот ведет генеральный директор, Федеральный исследовательский центр. То есть вот эта реформа в российской науке, она была связана с тем, что наука должна развиваться именно в интересах государства, да, общества, потому что не только вот наука ради науки, да, а именно вот прикладное значение. Поэтому вот в составе нашего Федерального исследовательского центра какие институты сегодня? Так, ну, и как я говорил, это 7 институтов, это вот как раз Институт физико-технических проблем Севера имени Ларионова, Институт космофизических исследований и аэрономии имени Юрия Георгиевича Шафера, Институт биологических проблем криолитозоны, тоже один из старейших наших институтов, Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера, это, конечно, наш старейший институт, да. И его все знаете, да, открывала, и первым директором был сам легендарный Платон Алексеевич Аюнский. Затем Институт горного дела Севера, который носит имя Николая Васильевича Черского, Институт проблем нефти, газа, это самый наш молодой институт, но, конечно, очень востребованный, и научные направления этого института также будут востребованы вот и будет отвечать сегодняшним вызовам. И институт, Якутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства имени Михаила Григорьевича Сафронова, тоже институт, который имеет очень большую историю, и сегодня вот те разработки ЕНИСКа, они также очень востребованы, нужны. В головном центре также работают молодежные лаборатории, и вот этот вот весь комплекс, он Федеральный исследовательский центр. Да, это замечательно, вот такой большой перечень институтов, очень актуальных. Поэтому мы продолжим нашу беседу после короткого перерыва. Будьте с нами, далее будет интересный разговор.
Еще раз приветствую уважаемых телезрителей и радиослушателей. В эфире программа «Профессор. Доступно о важном». И тема сегодняшней нашей передачи — роль российской науки в развитии общества и государства. В студии генеральный директор Федерального исследовательского центра, Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук, академик Российской академии наук, доктор технических наук Михаил Петрович Лебедев. Михаил Петрович, если обратиться вот к тем научным исследованиям, которыми вы занимаетесь, вот какие у вас приоритеты и какие достижения вот, вы бы выделили? Моя научная тематика связана с материаловедением, с технологией новых материалов. И это вот на последних выборах вот была объявлена вакансия арктическое материаловедение. И я думаю, что это тоже вот связано и с вызовами, и вообще государственным отношением к вопросам новых технологий и новых материалов. Мы все вот жители нашей республики, которая имеет суровый экстремальный климат, знаем, что в этих условиях материалы должны быть очень прочными, устойчивыми. И тут важно понимать, что те изменения температуры, я имею в виду температуры, которые в основном осенние и весенние, когда вот фазовые переходы, это переходы через 0 градусов, они очень опасны. А в наших условиях фазовые переходы, они за сутки могут произойти даже 2 раза. И в результате этих фазовых переходов возникают очень огромные внутренние напряжения, которые вот, приносят даже аварийным ситуациям. И поэтому вот мои исследования как раз касаются для того, чтобы релаксировать эти внутренние напряжения, которые возникают при вот изменениях температуры. И для этого не просто там подобрать материалы и составы, но они должны быть еще и технологически обеспечены. И первые результаты, которые вот я начинал как аспирант Института металлургии имени Александра Байкова, Академии наук Советского Союза, эти разработки, эти исследования как раз вот касались нанесения защитных покрытий. Вы тоже все знакомы, представляете, у каждого автомобиль, какая-то техника, и вот идет изнашивание поверхностных слоев. И чтобы вот поверхностные слои были прочными, надо наносить защитные покрытия. К сожалению, вот в советское время эти технологии, они были известны, и можно было такие технологии применять, но их в основном мы применяли при ремонтном производстве, когда уже деталь изношена, когда можно выбрасывать, а в утиль мы отправляли такие важные детали типа там коленчатый вал, распределительный вал, и вот из-за того, что там прошел износ там 1 миллиметр, несколько миллиметров, они выбраковывались. И вот нами были разработаны такие технологии нанесения защитных покрытий. Они не только восстанавливали вот изношенные, готовые к выбраковке детали, но они еще и повышали работоспособность, устойчивость, и изностойкость там повышалась 2-3 раза. Это же также и приносит экономический эффект.
Безусловно. Да, и поэтому вот наши разработки сейчас направлены на то, чтобы не только в ремонтном производстве такие технологии использовать, но уже при заводском изготовлении, уже в первоначальном состоянии изделия должны быть композиционного состава. То есть не только один материал, защитный слой, поверхностный слой должен быть другого состава, чтобы и износостойкость была повышена, и прочность была повышена. Вот для этого решается комплекс задач. Не только вот надо покрытие хорошее получить, но его и же надо получить. А получить это, опять же, там температурная обработка, оно приносит к изменению структуры основного металла. Опять же, там технологически надо решать, чтобы вот переходный слой был достаточно прочным, чтобы была достаточно высокая прочность сцепления. И вот эти задачи, они сложные, друг за другом они связаны, и решается одна задача, которая там приводит другой, и вот. Но вот бывая в Нейринге, в Мирном, да, в автобазах технологического автотранспорта, Да. мы видим там в основном крупные автогиганты, как Камацу, да, БелАЗ. Вот сейчас какой автопарк работает в этих горнодобывающих предприятиях и какое взаимодействие с ними у вас наличествует? Да, это тоже очень правильный вопрос, который вот касалось истории тогда, когда начали закупать вот иностранные большегрузные самосвалы и карьерную там технику, они не выдерживали вот как раз те температуры, которые возникали при изменениях температуры. И они обратились к нам в Институт физико-технических проблем Севера, и анализ начался с того, что какова же структура этих материалов, что случилось. Оказывается, действительно там были применены те материалы, которые работают при положительных температурах. И вот при изменениях, конечно, там возникают внутренние напряжения, там вязкохрупкие переходы, состояние вязкохрупкого перехода вот приводит к различным аварийным ситуациям. И мы предложили уже новые составы вместо этих сплавов. И надо сказать, что они, капиталисты, очень чутко на это реагировали. И вот последние составы, которые они используют, они как раз с учетом вот тех предложений, которые мы выдали в своих отчетах. Поэтому они на сегодня более-менее хорошо работают, но на сегодняшний день эта техника, конечно, связана в основном вот техника, которая поступает из наших дружественных стран, в основном это Белоруссия, вот БелАЗа, продукция БелАЗа в последнее время тоже там выросла, она также отвечает многим показателям по работоспособности, надежности. И опять же, это вот ссылаются на наши исследования, на материалы, на составы, которые мы рекомендуем. Здорово. Действительно, вот сейчас арктическая проблематика, она в приоритете. Наш общенациональный лидер Владимир Владимирович Путин неоднократно подчеркивал, что мы должны подтверждать, что Арктика во множестве это российская территория. Конечно, ваши исследования, они очень актуальны. Давайте перейдем к вашей профессорско-преподавательской деятельности. Я знаю, что вы работаете профессором кафедры, и какие у вас взаимосвязи со студентами, как вы оцениваете нынешний состав студентов, какие есть выпускники, может быть, которыми вы гордитесь? Да, спасибо за этот вопрос. Вот когда проходили выборы членов Российской Академии Наук, эти вопросы тоже возникают, потому что члены Российской Академии Наук – это
специалист, который, конечно, имеет огромный вклад в развитие науки, но подготовка высококвалифицированных кадров – это тоже требования, которые предъявляются. И вот опять же, вот благодаря решению Владимира Петровича Ларионова, когда я был уже младшим научным сотрудником, я имел уже степень кандидата технических наук, он предложил мне перейти еще и участвовать в конкурсе на заведование кафедрой машиноведения, которое он открывал. И вот в 1992 году я участвовал в конкурсе на должность заведующего кафедрой машиноведения. И вот с 1992 года до 2020 года я заведовал кафедрой машиноведения. 28 лет я профессор и заведующий кафедрой. И, конечно, за это время было тоже очень интересное. Надо было переходить на новые государственные образовательные стандарты. Надо было подготовить, обосновать новые специальности и специализации. И тогда мы открыли новый и факультет инженерно-педагогический, и потом автодорожный факультет организовали. И я, конечно, тоже считаю вот той школой, которая мне помогла, это ректора, это Василий Васильевич Филиппов. Он как раз вот был ректором, когда я прошел конкурс и был назначен заведующим кафедрой. Затем Анатолий Николаевич Алексеев. Ну, Анатолий Николаевич, он наш учитель, он до сих пор очень грамотно и успешно руководит нашими направлениями. И когда организовали уже Северо-Восточный федеральный университет, уже ректором была Евгения Исаевна, тоже новые направления, новые требования. И вот моя деятельность как профессора и заведующего кафедрой в эти времена, она тоже очень оказала большое влияние на то, чтобы и наука развивалась, и подготовка высококвалифицированных специалистов. На сегодняшний день у нас с Анатолием Николаевичем Николаевым также очень правильные, тесные общие решения идут. Анатолий Николаевич и как депутат, и как вообще вот воспитанник тоже академической системы, он тоже понимает значение фундаментальной науки. И вот на сегодня уже стоят вопросы, конечно, уже и использование элементов и искусственного интеллекта, новых элементов и методики преподавания, ну и подготовки, конечно, высококвалифицированных специалистов. Но вот специфика нашей кафедры, кафедра машиноведения, вот как тогда определил Владимир Петрович, оно было связано подготовка специалистов по базовым дисциплинам инженерной подготовки. Это теория механизмов машин, теоретическая механика, сопротивление материалов, детали машин, теория механизмов машин, технологии машиностроения. И вот мы базировались на эти дисциплины. И чтобы вот действительно получали они хорошие знания и выросли как настоящие инженера, надо вот быть готовыми, чтобы эти дисциплины преподавались на высоком уровне. И поэтому вот в составе нашей кафедры и выпускники Бауманского университета, Новосибирского университета, там, Ленинградского политеха, вот такая школа преподавателей, и требования, в общем-то, вот Бауманки Новосибирского университета, вот эту вот планку мы... Высокую планку. Да, высокую планку не роняем.
И, здесь, конечно, один момент, конечно, я и руководителям все время говорю, что все равно уровень подготовки преподавания базовых дисциплин, оно всегда полезно. Конечно, сейчас цифровизация, искусственный интеллект, но тем не менее знание сопротивления материалов и курсовые работы по деталям машины, это необходимо для специалиста, чтобы он был интеллектуально, как инженер, имел очень широкий багаж. Михаил Петрович, я вам очень благодарен в части того, что в 2022 году мы проводили научный форум в стенах Института государственного права Российской академии наук на тему «Роль Республики Саха-Якутия в развитии Российской Федеративной государственности». Я помню ваш прекрасный доклад. И недавно я был на столетии Института государственного права, вручил вашу почетную грамоту. И Александр Николаевич Савенков наравне с вами тоже стал академиком Российской академии наук. Давайте мы его поздравим. Да, Александра Николаевича я после выборов тоже обнял, мы там встречались. Я искренне рад и был очень горд за Александра Николаевича. Да, у него хорошие фундаментальные труды, и я думаю, что сегодняшняя наша беседа, она очень важная. В заключение человеческий вопрос: а какое у вас коронное блюдо? Вы что-нибудь умеете готовить? Александр Николаевич, мы же все из села. Я помню, как мои родители работали там, отец там как руководитель, он с утра, там в обед иногда приходил, и до конца рабочего дня там. Мама тоже все время преподает, и они говорят, сегодня там вечером или хоккой, или мин там. Или, одно из двух давай готовь. И приходится там сперва лед заготавливать, потом печку топить, и что к приезду родители уже там суп готовили, жаркое. Поэтому эти все такие традиционные блюда, это для уже меня, ваши фирменные. Да, это фирменные. Но, конечно, я 8 марта руковожу кухней, и там, конечно, задача моя очень хорошо и вкусно пожарить картошку. Большое спасибо, Михаил Петрович, за нашу встречу. Да, призываем всех дружить с наукой.